Салам алейкум. Сегодня будет прямой эфир. Он будет адресован учителям, преподавателям. Где-то позавчера вроде, да, был один прямой эфир, позже я его удалил. Сейчас объясню, почему удалил. Вот этот эфир, сегодняшний эфир, он будет некой заменой того последнего эфира, который я удалил. Сегодняшний эфир, он будет адресован, скажем так, широкому кругу, конечно, но в первую очередь преподавателям, учителям, педагогам, менторам, коучам, всем тем, кто, и психологам тоже, всем тем, кто занимается вообще людьми, скажем так. Я буду очень медленно говорить, потому что то, что я сейчас скажу, я буду из себя, скажем так, из глубины вытаскивать. Вот. Вкратце расскажу о том, что я говорил на прошлом эфире, который я стер. Первое, я сказал то есть ответил на вопрос, почему я не вещаю чаще на казахском, а больше вещаю на русском. И пишу тоже чаще на русском. Есть ключевое отличие двух аудиторий, скажем так. Конечно, есть аудитории, которые и на казахском, и на русском воспринимают, но в общем и целом фундаментально отличается русскоязычная аудитория от казахоязычной аудитории тем, что русскоязычная аудитория, когда они видят какой-то пост или материал, или видео, не знаю, там, аудиоматериал, они вопросы спрашивают наподобие, а как это применить в моей жизни? А вот это я не понял. Вот здесь вот я попробовал, но не получилось. Вот здесь я застрял, и как идти дальше? Вот я такие шаги сделал, а как будет следующий шаг? А вот казахоязычная аудитория, она в основном пишет: да, есть там у меня там друг, знакомый, родственник, вот они вообще не понимают, вот как раз ваш пост, он будет полезен для них. И вот надо им вы можете как-нибудь по-другому еще написать, или же вот немного вот так вот перевести, чтобы я вот пошел, побежал, поплыл, там, полетел к ним на крыльях, чтобы им вот это в голову вдолбить. То есть, иными словами, русскоязычная аудитория, она воспринимает материал для себя. Она хочет сама измениться. Казахоязычная аудитория, она спешит изменить других людей. То есть, казахоязычная аудитория, в основном, они считают, что они, может быть, не идеальны, но хотя бы они не совершают такие ошибки, которые описаны в материале. Но есть один тупой мой друг, или тупой мой коллега, или тупой мой родственник, которого надо исправить. Вот я спешу исправить, потому что без меня он не исправится. Я несу свет в его жизнь. Он от меня зависит. Вот. И без меня он пропадет. Я должен вмешаться в его жизнь, в его личную жизнь и показать ему то, что он не прав. Вот такие вот установки очень сильно преобладают в казахоязычной аудитории. Поэтому вот есть сура Аср, да, там говорится: сперва сам уверуй, другим полезные вещи делай, потом призывай к истине, и четвертое, будь терпелив и постоянен на этом пути. Вот русскоязычная аудитория, они идут по суре Аср, они сперва хотят сами уверовать, а потом другим полезно делать. А казахоязычная аудитория, она уже считает, что она уверовала, она хочет сразу перейти на второй пункт, уже начать другим помогать. Вот. Поэтому казахоязычная аудитория, она в общем и целом не совсем... Да, конечно, отдельные люди есть, но в общем и целом она не готова воспринимать что-либо, потому что ее стакан полный, то есть ее сосуд полный, и даже если что-то туда налить, это все выльется. То есть казахоязычная аудитория, она переполнена мудростью, скажем так. И поэтому дополнительную мудрость казахоязычная аудитория не может воспринимать. Вот такой момент есть. Поэтому на русском вещать намного продуктивнее. Это пока. На будущее посмотрим.
Второй момент. Я говорил на прошлом эфире, кто знает, кто присутствовал, знает, то, что вначале я начал говорить и добавил от себя, свое прошлое рассказал, и часть того, что я был когда-то воспитателем, учителем, и то, что я там испытал, что было тяжело, даже были суицидальные моменты, скажем так. Вот. Я все это рассказал и сказал то, что я понимаю наших педагогов и воспитателей. Но еще и добавил тот момент, то, что у меня старшая дочка учится в одном учреждении, где учитель, скажем так, при всех начала называть мою дочку определенными словами, скажем так. Вот. То есть бывает, когда ребенок ребенка называет, но когда учитель уже называет ребенка определенными словами, значит, учитель уже сдался и провал, в общем. Это педагогический провал, когда учитель уже начинает опускать, скажем так, ребенка на глазах других детей. Вот. И вот этот инцидент, он меня, естественно, из колеи выбил. Объясню, почему из колеи выбил. Чуть позже объясню. Этот инцидент меня из колеи выбил. И я начал в прошлом эфире продолжать то, что у меня здесь накипело, скажем так. Некую обиду. И вот здесь вот как раз таки Аллах шукр, эфир прервался. Через какое-то время он, конечно, подключился. Но там я уже начал говорить о том случае, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям вознесся на 7-е небо и потом вернулся к своему народу с определенными знаниями, скажем так. Ну и с намазом тоже. И вот здесь вот, как вам сказать, я там описал такую вещь. Вот представьте, вот пророк саллаллаху алейхи ва саллям, да, я сейчас все соберу, вот сейчас это все сумбурно, я сейчас говорю, но в конце я вам соберу всю картину. Аллах раз. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, вот представьте, его грудь была вскрыта 2 раза. Первое, это когда он был ребенком, Аллах Тааля отправил ангелов, и они вскрыли ему грудь, раскрыли сердце, и оттуда убрали черное пятно. Это черное пятно, оно появляется тогда, когда ребенок рождается, любой ребенок, его касается шайтан. И вот это зерно, оно остается. И Аллах Тааля это пятно убрал посредством ангелов. Вот это первый случай. Второй случай, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям вознесся, перед тем, как вознестись на 7-е небо, снова Джибраиль алейхиссалам пришел, его навестил, раскрыл грудь и взял сердце. В одном риваяте говорится, риваят это значит то, как передавали, цепочкой передатчиков хадиса. В первом риваяте говорится, его сердце было промыто верой, иманом. Во втором риваяте говорится, его сердце было промыто каусаром. Но суть от этого не меняется, его сердце было укреплено. На самом деле его сердце было укреплено. Почему? Смотрите, наш мир, вот этот мир, да, в котором мы живем, он очень сильно ограничен. Очень сильно ограничен. Вот эти вот физические, химические, биологические и иные законы, они его структурируют, да, одновременно, но одновременно они его сковывают до определенных параметров. Например, ваш глаз не может видеть бактерии. Или ваши уши не могут слышать то, что уши слышат собак, допустим, да? То, что собака слышит. Вы не можете, допустим, видеть звезды, допустим, да? Без определенной техники, да, вблизи. То есть вы не можете, допустим, сквозь вещей видеть, как рентген, да, допустим. То есть и так далее, и тому подобное. То есть Аллах Тааля сократил определенные вещи. Это почему? Потому что этот мир, он является тестовой площадкой для выявления, кто есть кто. Но на том свете этого не будет. На том свете не будет. На 7-м небе вот эти ограничения не спадают, и на том свете будет мир чудес. Все будет в чудесах. Как и гнев Создателя, так и милость его. То есть гнев, вот, например, про ад. Вот. Мы-то представляем то, что там человека жарят, да, допустим, там огонь, то все. Это наши представления, они вообще нереально простые. Это очень такие примитивные представления. Поэтому, например, в хадисе сказано, если бы вот есть 2 человека, да, допустим, один человек, первый человек второго, допустим, обидел, и второй человек пришел на тот свет и, допустим, рассказал так, как его обидел или ущемил первый человек.
И оказывается, когда он увидит, как первый человек за это наказывает, второй человек очень сильно пожалеет, что он об этом рассказал. Есть такой хадис. Почему? Потому что мы всегда представляем, ну, максимально, допустим, можно представить, человек убьют, там, не знаю, там, сожгут, что-то еще сделают, а в аду еще хуже вещи сделают. Настолько хуже, что когда вы будете рассказывать о своих обидах, вы сами пожалеете, что вы рассказали, потому что вы не ожидали, что человека настолько многократно, миллион раз хуже будут его наказывать. Понимаете? Вы от этого как бы ужаснетесь. И вот это ад. А есть рай. То же самое. В раю мы тоже как бы про рай представляем, да, на основе аятов, хадисов. Вот он будет такой. Но это очень, очень узкое представление рая. Там будут такие чудеса, которые у человека просто, скажем так, сознание потеряется. Он потеряется в этом мире. Его сознание, его чудо, когда он чудеса начнет видеть, он потеряется он сильно. Допустим, бывает же, вот вы сон какой-то видели, да, какой-то. Бывает, вы можете весь день, допустим, под впечатлением этого сна, допустим, жить. Почему? Потому что некоторые сны бывают настолько яркие, настолько глубокие, что для психики они очень тяжелые для восприятия. Поэтому Аллах Та'аля, с одной стороны, одной из как бы, причин, мы все сны не помним. Почему? Потому что если мы все сны помнили бы, то наша психика не выдерживала бы, мы не смогли бы состыковаться с реальностью. Мы бы весь день вспоминали бы тот или иной сон, как он был, что там делал и все такое. И в реальность мы не могли бы обратно возвращаться. Вот. То есть, что хочу сказать, наш мир очень сильно ограничен, а вот тот свет не так. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, даже несмотря на то, что он уже видел ангелов, вот представьте, его психику готовили 6 месяцев, он каждый день видел сон, каждую ночь видел сон, и на следующий день это все повторялось. Видел сон, повторялось. То есть его вот так вот готовили. Потом пришел Джибраиль алейхиссалам, понимаете? Он тоже как бы испугался, скажем так, от вида ангела, допустим. И несмотря на все то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, неоднократно встречался с ангелом, Джибраиль алейхиссалам, да, он много что видел, все равно его психика не была сильна, скажем так, для того мира, скажем так. То есть, если по-научному, скажем так сказать, частота колебаний нашего мира и частота колебаний, скажем, того мира, скажем так, да, седьмого неба, они вообще не совпадают. И туда, чтобы перейти, надо иметь, скажем так, грубо говоря, некий такой скафандр, да, который вам позволит перейти из этой реальности в ту реальность. И вот грудь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, она была специально раскрыта, и сердце было специально, скажем так, усилено, потому что ему предстояло увидеть рай, ему предстояло увидеть ад, понимаете? Ему предстояло увидеть мир ангелов. Ему предстояло, и самое главное, встретиться со своим Создателем. Понимаете? Саллах Та'аля. И вот надо бы усиливать. И вот представляете, он вознесся в мир чудес и все равно решил вернуться. Вернуться для своего народа. Не ради народа, скажем так, а для своего народа. Здесь слова очень важны. Почему ради, почему для? Для своего народа, чтобы его народ, скажем так, с помощью ислама пришел и нашел, скажем так, своего Создателя, грубо говоря. И вот здесь вот надо сказать такую вещь. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, руководствовался чувством милосердия, он руководствовался чувством заботы о своей умме, то есть о своих последователях. И это очень важный момент. Потому что, как я в прошлом эфире говорил, быть учителем, быть педагогом, вот представьте, вы учитель, да? Вы преподаете. И вы работаете с 20-30 детьми, допустим. Уровень их интеллекта и знаний, опыта куда ниже, чем у вас. И человек интеллектуально очень сильно развитый, ему очень тяжело спускаться по лестнице интеллекта вниз. То есть, грубо говоря, умному человеку невыносимо тяжело общаться с тупым человеком. Я вот так утрирую специально. Я не говорю, что дети тупые, но для умного человека, интеллектуально высокого человека, с тупым человеком, с дураком очень тяжело. Вообще дискутировать тяжело. Это очень сильно режет слух, это очень сильно для психики тяжело, понимаете? Потому что он не понимает, он не догоняет, ему надо разжевывать. Он еще и не воспитан достаточно. Он, ладно, если бы не знал, бы, может быть, молчал, но он еще и не знает, но все равно не молчит, там, пытается с вами спорить. То есть это очень тяжело. И вот быть учителем на самом деле, да, по всем параметрам
рациональной логике невыгодно. Быть учителем, педагогом вообще невыгодно. Быть родителем вообще невыгодно. Понимаете? Объясню почему. Потому что вам приходится спускаться, скажем так, на тот уровень ребенка, на котором вам невыносимо тяжело. Почему тяжело? Потому что вы сами не хотели на том уровне оставаться, и вы над собой работали, как бы сказать, себя развивали, и обратно откат делать, обратно на тот уровень спуститься, это очень тяжело, на самом деле тяжело. И вот учителем на самом деле быть очень даже невыгодно. Даже если человеку там зарплату платить и все такое, на самом деле это невыгодно. Поэтому и сказано, что быть учителем это не профессия, быть учителем это призвание. То есть, иными словами, если у вас есть сердце учителя, то да. Если нету сердца учителя, то вы будете калечить детей. Даже если вы там прошли курс учителя и все такое, вы начнете, наоборот, калечить детей. То есть чувство заботы о детях и чувство милосердия, если его отсутствует в груди человека, ему невозможно будет стать учителем. Невозможно. Это просто невозможно. И вот пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он что сделал? Он с 7-го неба обратно вернулся к своей умме. И она была у него, жутко дикая. Жутко дикая. Я уже не раз говорил один пример. Например, это было во времена Медины, когда уже мечеть построили, когда уже сахабы все понимали, то все. Зашел один бедуин в эту мечеть, да, в Медине, которая. С пути пришел бедуин, вообще, вот уровень его, скажем так, воспитанности. Он зашел и прошел в угол мечети, и там начал справлять свою нужду по-маленькому, стоя. Вы понимаете, вот пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сидит в мечети, да, люди сидят, да, идет там дискуссия, хутба, может быть, да, допустим. Люди сидят. Нет, человек зашел и прошел вот так вот в угол мечети и справил свою нужду. Ну вот представьте, вы сидите на какой-то встрече, да, допустим, в кафе, неважно, да, в мечети сидите, неважно, вот сидите с людьми, и вы видите, как человек заходит, и вы же скажете, ненормальный, что ли, больной, что ли. И вот в то время люди вот такие были, понимаете? Вот это вот многие не понимают. Люди думают, вот пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел, да, он немного там повоевал, помучился, и как бы арабы стали такой супер нацией. Нет. Это вообще, эти люди, у них мышление было ниже плинтуса. В том-то и дело, то, что ислам является на самом деле чудом, которое невозможно объяснить. Невозможно объяснить обычными человеческими понятиями. Невозможно объяснить, когда вы дикий такой народ, через 25 лет становится учителем других народов. Понимаете? То есть и носителем нереально высокой культуры, от которой потом еще и Европа, западный мир, все будут учиться еще. Веками, 15 веков до сих пор учатся. Неисчерпаемое количество знаний будут нести. Вот этот народ через 25 лет, вот от этого минусового уровня, они будут нести свет всему человечеству в течение 15 веков. Понимаете? И никто не сможет в мире оспорить глубину этих знаний. И они будут черпать и не дочерпают. Понимаете? Все человечество черпает до сих пор. И это необъяснимо, это вообще необъяснимо никак. И вот пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, представьте, вот он вернулся к такому своему народу. Он вернулся, точнее, он не народу вернулся, он к умме своей вернулся. И вернулся он из чувства милосердия и заботы. Как Аллах Та'аля говорит, ты являешься милостью для всех миров. И это одно. Второй еще один момент. Я вот это сказал в предыдущем эфире. И еще одну вещь добавлю. Почему тот эфир был для меня тяжелый? Я вытащил из себя, скажем так, не то чтобы вытащил, прошлый эфир и вчерашний день у меня был очень тяжелые. Почему были тяжелые? Дело в том, что я нашел в себе один изъян, скажем так. Забегая вперед, скажу такую вещь. Почему я вообще все это делюсь с вами на данный момент? Я сейчас кое-что о себе скажу. Хотя я знаю то, что о себе говорить нельзя вообще. Надо говорить о Создателе. То есть влюблять в себя или говорить о себе, это неправильно вообще. И за это человек будет спрошен. Я буду спрошен за этот прямой эфир тоже. Но я хочу такую вещь. Я верю в то, что, скажем так, выйдут, я не знаю,
представитель какого народа, но все-таки я надеюсь, что среди, может быть, подписчиков, может быть, среди знакомых моих подписчиков, среди представителей моего народа, да, среди вообще казахстанцев, вообще среди, я не знаю, там, людей, кто вообще как-нибудь услышит этот эфир, я надеюсь, среди них выйдут в будущем люди, которые будут нести очень много изменений в этот мир, как и в свою личную жизнь, так и в мир. И им нужен, скажем так, какой-то толчок. Толчок в том плане, что им нужен не то чтобы пример, но площадка для экспериментов. И вот я делюсь со своей жизнью с целью того, чтобы вы анализировали каждое мое слово, критически, между прочим, анализируя каждое мое слово, и не повторяли тех ошибок, которые я совершаю. Это для этого я делаю, понимаете? Для меня важно, чтобы те люди, которые придут после, я надеюсь, я верю, я действительно, иншаллах, верю в милость Создателя, что Он приведет таких очень сверхлюдей, которые будут, действительно нашу страну и вообще мир в целом поменяет вообще, скажем так, поменяет в нечто более грандиозное, потому что наша страна, она все-таки может жить намного лучше. Наш народ, скажем так. И еще раз здесь, я всегда ремарку делаю, я не про политику, окей? Я не про политику. Вот. И что я нашел? И вот я специально вам сейчас здесь расскажу про свои ошибки, которые меня мучили вот последние несколько месяцев. И вот вчера они как раз таки проявились, и я вчера понял, вчера ночью, точнее, я написал один пост в Телеграме, потом я поделился в сторис. И я понял одну вещь касательно себя самого, что я совершил одну очень большую ошибку, и прошу эту ошибку, чтобы вы не совершали. Те, кто вот слушает или же видит этот прямой эфир. Эфир будет длинный, извиняюсь, конечно, потому что я здесь для себя лично глубокие вещи вытаскиваю. Что хочу сказать. Бывает, человек может писать книги. Кстати, еще тоже забегая вперед, скажу такую вещь. Я на прошлом эфире сказал, что заходил недавно в общем, мы с друзьями, со знакомыми навестили старые школы, которые еще в конце 19 начале 20 века были построены в Астане, то есть не в Астане, как в то время Целиноград, или может быть даже до Целинограда, да. И это школы были нового типа, они там преподавали алашицы, там Сакен Сейфуллин, например, преподавал. Вот. И позже, после этого, я зашел в книжный магазин, по-моему, имени Абай, кажется, называется, не помню. И там я увидел те книги, которые в свое время написали алашицы. И вот алашицы, несмотря на то, что они были там в тюрьмах сидели, то есть в то время правительство их просто так не оставляло, да, и они, как бы вам сказать, несмотря на такую неспокойную жизнь, написали очень много вещей, даже тот же Алихан Бөкейханов, он очень много написал. И вот, что я хочу сказать, вы можете быть очень талантливым и гениальным человеком, много чего можете написать, но вас сломает то, кем вы это все писали. То есть, будучи кем, вы это все писали. Сейчас объясню, что такое. Например, я возьму Абая. Не подумайте, я что-то против Абая имею. Но хотя я его часто цитирую. Не то, что цитирую, часто анализирую его. Я смотрю на его Кара Сөздер, да, допустим. И его слова пропитаны очень большой обидой к своему народу. Он, например, открыто, скажем так, сравнивает казахов с узбеком, с русскими и говорит, вот они красавчики, эти красавчики, а вы отстой. Эти то сделал, а вы вот это сделали. У них вот это получилось, а у вас вообще ничего не получилось. То есть это словами, то есть, скажем так, это вот так вот пощечина, то есть избивание своего народа, скажем так, за то, что он не соответствовал его ожиданиям каким-то. И это неправильно.
Я это уже не раз говорил, это неправильно. Даже если это я Абай, я все равно скажу, почему, объясню, почему это неправильно. Он, вообще Абай, чтобы вы знали, какая-то глыба, какого масштаба этот человек, он в 13 лет мог решать советы взрослых людей. То есть в 13 лет он участвовал в заседаниях взрослых людей. И люди с ними в 13 лет уже советовались. Понимаете? То есть вы сейчас сравните, какие 13-летние дети. И вот представьте, этот 13-летний ребенок сидит, допустим, там, на собрании очень больших взрослых людей, дядек. И они у него спрашивают. То есть Абай вот такой был, понимаете? Это вот масштаб его гения, скажем так, который Создатель, конечно, ему дал. Понимаете? И вот такой человек начинает что делать? Он, конечно, захочет этот гений свой, скажем так, вот этот свой талант и дар, захочет где-то применить. Ну и, соответственно, люди будут ожидать то, что он будет применять для изменения или трансформации своего народа. Ну, он начал, да, это правильно. Но здесь такой момент есть. Почему его слова пропитаны обидой? Я просто беру психопортрет Абая. Почему? Это не с целью критики, еще раз скажу, если есть там Абая-веды. Это для анализа. Для какого анализа? Смотрите. Кстати, у меня на сайте есть семинар про высокую самооценку. Я там детально об этом говорил, на самом деле. Я здесь просто коротко скажу. Если хотите, посмотрите. У меня на сайте на tabiat.kz есть про высокую самооценку. Это семинар прям про то, как человек принимает решения. Как у него нет выстраивается. Окей? Это семинар про нет, про намерение. И вот смотрите, я вот табиат, да, допустим, я могу писать пост какой-то, будучи казахом. Могу писать этот пост, будучи мусульманином. Могу писать этот пост, будучи мужчиной. Могу писать пост, будучи отцом. Понимаете? И во всех 3-4 вот этих вариантах один и тот же пост будет, но намерение совсем другое. Намерение совсем другое. Как это намерение? Например, вот представьте, вот есть девушка, да, казашка. Она читает 5-кратный намаз. И к ней засватался русский, который читает намаз. И казах, который не читает намаз. Если она в первую очередь мусульманка, то она выйдет замуж за русского. Если она в первую очередь казашка, она выйдет замуж за казаха. Человек всегда принимает решение, отталкиваясь от той главной роли, которую он в себе видит. Если она в себе в первую очередь мусульманку видит, она за русского выйдет замуж. Почему? Потому что он намаз читает. Если она в первую очередь казашка, она выйдет замуж за казаха, потому что она в себе видит казашку. Понимаете? Потому что он казах. Даже если он намаз не читает. А она читает, типа, да? И вот здесь хочу что сказать. Когда вы нет свое намерение какое-то выстраиваете, надо спросить, я это все делаю, будучи кем? И вот я сделал такую фундаментальную ошибку. Точнее, я даже в предыдущем видео, еще, которое есть на ютубе, там тоже об этом выражался, что я все вот это начинал. Одна из причин, это чтобы в Казахстане был некий диалог, где будут там имамы, там психологи, там социологи, все будут за круглым столом собираться и обсуждать вообще проблемы нашего народа вообще, нашего населения, и их как-то решать. Я хотел такой некий такой диалог как бы запустить. Вот. И обратно сейчас вот эти свои слова переслушивая, это, оказывается, была для меня ловушкой. Ловушка в каком плане? Я, оказывается, вот эти вот посты и все такое писал как казах. Понимаете? Я, оказывается, писал для своего народа как казах. И это меня чуть ли не погубило. То есть я чуть ли не повторил ошибку Абая Кунанбаева. Понимаете? Он писал как казах. Я почему так говорю? Я, конечно, кто-то скажет, а откуда ты знаешь его, нет и все такое. Но смотрите, если вы пишете как казах для своего народа, для того, чтобы ваш народ поменялся, каждый раз, когда ваш народ будет оценивать ваш труд, это вас сильно будет касаться. Понимаете? Например, если народ... представьте, вот вы для своего казахского народа, будучи казахом, что-то написали. Не как будучи мусульманином, а как будучи казахом что-то написали. И ваш народ две вещи сделает. Допустим, он написал хороший комментарий. Такой, вот, красавчик, ты там классную вещь написал. Вы поплывете.
у вас гордыня резко возрастет. Почему? Потому что вы от этого своего народа ожидаете хорошего принятия вашего труда. Понимаете? И когда он хорошо отзывается, вы начинаете, у вас гордыня растет и все такое. Это ошибка, на самом деле. И одновременно, если ваш народ начнет что-то плохо говорить про ваш труд, вам будет от этого обидно. Потому что вы будете ожидать, как казах от казахов, будете ожидать, что ваш казахский народ должен принять то, что вы пишете. Потому что вы же казах. И если казах что-то пишет, казахи должны принимать. Ну, патриотизм же об этом говорит, правильно? Надо же, как бы, представителей своей нации, как бы, надо же поддерживать. Но, люди же разные. А кто-то скажет, да, у тебя там беспонтово ты написал, не то ты написал. И из-за этого вы будете обижаться раз за разом, через, там, может быть, через 10, кто-то через 100, кто-то через 1000 комментариев в свой адрес со стороны своего казахского народа, он просто перегорит и обидится на свой народ. Понимаете? И мне лично, когда я начал все это, да, разного рода люди писали. Знают они меня, не знают, вообще, грубо говоря, танымает вообще, меня не знает, да, вообще чужой человек, такие вещи пишет мне в личку, все такое, да. Довольно тяжелые вещи пишет. И терпишь это все, терпишь. Я сейчас не жалуюсь, просто хочу этот свой психопортрет написать, чтобы вы не повторили мои ошибки. Все терпишь, типа, Аллахом, сабр, терпишь. Вот учителя, допустим, вот в школу уже приходят, преподают, ученик там что-то скажет, не так себя поведет, не послушается. И ты терпишь. И вот самый тяжелый момент был, это когда ударили через дочку. То есть я вот начал сейчас в последнее время, допустим, последние полгода, скажем так, консультирую людей, скажем так, грубо говоря, очень известных в Казахстане. Они просто приходят на консультацию в технично, ну как сказать, Андрей, я их понимаю и полностью с ними согласен. Они просят, чтобы я не разглашал, что они ко мне приходят на консультацию. Пожалуйста, я не против, я это понимаю и поддерживаю. Даже будучи когда аудитором был, я никогда не разглашал, как бы, там, ну то есть, я не говорил, что в этой компании, что-то так-то, понимаете? Почему? Потому что это нельзя делать. Они же все-таки мне доверились. И вот на консультации по психологии то же самое. Люди приходят, они очень известные люди. Я смотрю на них, и в какой-то момент, консультируя уже не одного, и не двух, и там много людей известных, да, в нашей стране, и видя, как у них личная жизнь, то все, ну, это в очень, скажем, плачевном состоянии, я начал думать про свой народ. И мой народ, не подумайте, я не строю картину мученика, но мой народ, как это сказать, просто сказать обидно за свой народ, ничего не сказать, но в общем, в тяжелом состоянии, скажем так. Именно мой народ, оказывается, в тяжелом. Я понимал, что он в тяжелом состоянии, но даже самые-самые представители моего народа, оказывается, в очень тяжелом состоянии. И вот это все накапливается, понимаете? И начинаешь переживать там, за свой народ, да, допустим, за свою страну. И когда вот я услышал, последняя вот капля была, это когда вот про дочку учительница начала выражаться, я про себя подумал, ну что за народ мы? Ну что за мы народ? Ну элементарно же понятно, любому педагогу, любому учителю, даже 20-летней девушке, которая только что закончила вуз, есть предмет педагогика. И в педагогике объясняется, что нельзя унижать, нельзя пристыжать ребенка и все такое, даже если ты натерпелся и все такое. Ну тогда уволься, я не знаю, что. И вот так вот взять ребенка, у ребенка же нет уже психологически защитного барьера. Я даже взрослых людей знаю, которые там, пару слов скажешь, могут из себя вылезти. Или очень сильно раниться, то есть от этого очень сильно боль почувствовать. Слово же оно такое же, оно же прям может проткнуть. И здесь, когда взрослый человек, да, учитель, берет и прилюдно ребенка
при всех опускает, это, ну, это вообще ниже плинтуса вообще. Я про себя подумал, қазақ халқым енді қойсайшы енді. Ну, я хочу сказать енді, мой народ, ну зачем так? И моя дочка, она ходит в платную школу, понимаете? В школу, где как бы профессионалы должны собраться. То есть сильные отборные учителя, скажем так, да? И даже в таком учреждении идет, ну, как бы сказать, я понимаю, моя дочка, она непростая, скажем так, она очень активная, все такое. Я даже могу рассказать, почему так происходит с дочкой. Это не в оправдание, но чтобы, может быть, кому-то ясно станет, потому что я знаю, по-любому, после этого прямого эфира будут люди спрашивать, а почему, дело в чем? Просто скажу такую вещь. Моя дочка начала говорить в 4 года. Я вообще сам уже полноценно говорил в 8 месяцев. Ходил полноценно в 9 месяцев. У меня все было рано. И, соответственно, было ожидание, что мои дети тоже такие будут. Но первая дочка, она 7,5 месячная была, и она начала говорить в 4 года. И была версия такая, что виновата, ну не то, что виновата, как бы, это из-за моей супруги. Но это не так, это не из-за моей супруги. Я потом начал это все анализировать. Просто такая версия была. Я начал думать, эта версия вообще верная, неверная. И оказалось, она в 4 года начала говорить не из-за моей супруги, а из-за меня. Почему из-за меня? Дело в том, что есть такое понятие, как зеркальные нейроны, когда человек может по телу, по языку тела считывать информацию. То есть мы передаем информацию словами, да, только 13%, а остальные 86% мой язык тела передает. И вот у меня, оказывается, вот это все развито. И я просто смотрел на своего ребенка, на лицо его, на ее лицо, и мог понимать, что она хочет до того, как она мне скажет это. И из-за того, что я ее понимаю без слов, у нее речь развивалась с торможением. Понимаете? То есть я не давал ей выговариваться, даже если она хотела. Что-то в этом роде. Понимаете? И запомните такую вещь. Если у одного человека какое-то качество сильно развито, то вокруг все люди начинают пользоваться этим качеством, и у этих людей это качество не развивается. Имейте в виду. И вот, в общем, моя дочка, она начала поздно разговаривать, и на фоне этого у нее есть проблемы с коммуникацией. Она не все может выразить так бегло, как ее одноклассницы. И, соответственно, идет от этого агрессия, когда вы не можете там говорить, да, допустим, представьте, вы, скажем так, заики или что-то в этом роде, и вы хотите что-то сказать, и вы не можете, и у вас внутри копится вот эта агрессия, скажем так, и копится злоба на свое окружение. И вот эту вот злобу и на окружение моей учительницы моей дочки, она как бы этим, скажем так, оправдываясь, начала про мою дочь что-то говорить. И вот этот момент меня сильно задел. Понимаете? Вот 99.99 вот так вот накипел, и вот 0,01 последний процент вот так через ребенка вот так вот. И это меня вот так задело. Я про себя подумал, ну, елем, халком, я не знаю. Вы много чего говорите, жалуетесь на то, на сё. А вы сами, казахи, вы хотите вообще стать лучше, как народ? Понимаете? Про себя вот такая у меня злоба была. Потому что, глядя на те консультации, которые я веду, глядя на людей, глядя на их комменты, что они пишут, на их старания, не старания, очень тяжело сказать, что вообще казахи хотят быть более развиты, чем сейчас. Очень тяжело сказать. Понимаете? И вот здесь вот я застрял. И я чуть ли, оказывается, не сделал такую же ошибку, как и Абай. То есть, будучи казахом, если пытаться помочь казахскому народу, вы просто тупо перегорите. Я вам сразу скажу. Почему? Потому что казахский народ очень тяжелый на изменение народ. Очень тяжелый на изменение народ. По крайней мере, сейчас, в наше время. И казах, запомните это вот именно тезис, скажем так, моего сегодняшнего прямого эфира. Казах никогда не сможет поменять казахский народ. Казах не сможет поменять казахский народ. Но казахский народ сможет поменять мусульманин. Точнее, создателя.
Почему? Когда вы казах пытаетесь казахскому народу помочь, вас будут обижать, унижать, вас будет это задевать все это. И вы перегорите. Абай перегорел. Понимаете? Но если вы будете как мусульманин писать, тогда вас это не будет задевать. Понимаете? Поэтому для себя спросите, вы в первую очередь мусульманин или в первую очередь казах? Понимаете? Это очень важно. Это очень важно. Иначе можете перегореть. И вот пророк, саллаху алейхи вассалям, он из чувства милосердия и заботы спустился к своему народу. И он спустился не как араб. Понимаете? Он спустился не как араб. Он спустился как раб создателя. То есть он абдуху и расулюху. Мы говорим сперва он раб, а потом он пророк. То есть он был сперва созданием создателя. Понимаете? Для него было это важно. Он в первую очередь он был созданием создателя. Созданием Творца. Понимаете? И потом он был уже пророком. И потом он был арабом. И это очень важно. Потому что казаха, да, во мне, допустим, задеть очень легко. Если казахский народ мне что-то начнет писать, как казах я очень сильно заденусь от этого. И мне от этого станет обидно и больно. Я буду думать, халкам, народ мой, почему ты не хочешь встать с колен, лучше стать? Почему ты не хочешь? И казах во мне перегорит просто. Понимаете? Он не доживет до того дня, когда казахский народ захочет измениться. Он не доживет просто. Понимаете? И я должен отказаться от казаха, который сидит во мне. Я должен от него отказаться. Я должен продолжить свой путь как мусульманин. Я должен продолжить свой путь как создание Творца. Понимаете? Вот как создание Творца я смогу дожить, Аллах жазса, до того дня, когда мой народ начнет меняться. Понимаете? Но как казах я не доживу. Понимаете? Поэтому учителям хочу такую вещь сказать. Если вы хотите как учитель преподавать своему классу, вы не доживете, вы перегорать будете. Но если вы как создателя хотите изменить определенный класс, тогда вы доживете. Родителям то же самое хочу сказать. Если вы как мама или папа хотите изменить своего ребенка, вы перегорите. Но если вы как создателя хотите поменять детей, то вы доживете. Понимаете? Но как родитель не доживете. Вы просто перегорите, вы устанете. Потому что как родитель вы скажете: балам, ты же мой ребенок, почему ты меня не слушаешься? Я же тебе то делаю. Почему ты не слушаешься? То есть вы будете ожидать от ребенка, что он должен определенным стандартам вашим соответствовать. А у него другой путь. Понимаете? У него другой выбор вообще. И вот здесь вот начнется конфликт. Вы как родитель насаживаете определенный вид поведения, а он как ребенок отторгает ваш этот вид поведения. Он говорит: нет, я по-своему хочу жить. Понимаете? И вот поэтому, если вы хотите преображения в своем бизнесе, в своей организации, в своей семье, у себя там, не знаю, в коллективе, у себя в классе где-то, у себя в группе где-то, если хотите преображения, спросите себя, являясь кем я это все делаю. Может быть, я делаю это как коллега, как друг делаю, как учитель делаю, как родитель делаю, как казах это делаю. Спросите себя, кто вы это делаете. И у каждой роли будет определенное количество энергии, которую вам эта роль может дать. Больше не даст. И вот позавчера, точнее, во мне казах достиг своего лимита. Своего предела. Если читать, допустим, я уже с августа прошлого года, допустим, да, вот материал писал, да, и там аудио, казах во мне, по крайней мере во мне, казах, он август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Его хватило всего лишь на 17 месяцев. Казаха во мне хватило на 17 месяцев. Окей? Работы со своим народом.
я понял то, что я должен отказаться от казаха, который внутри меня. Иначе я просто перегорю и устану. Я как казах обижусь на свой казахский народ и скажу: ребята, вы меняться особо и не хотите. Поэтому мне стыдно за вас, я должен уйти. Я, сказав это, и уйду, если я буду оставаться казахом. Понимаете? И честно сказать, у меня были моменты, ну то есть не то что моменты, у меня 100 тысяч как бы мыслей, и вот одна из мыслей была закрыть канал, закрыть Инстаграм, и вообще все это собрать и все. Живите как хотите. Потому что материал готовишь, и вдруг тебе прилетает коммент вообще от незнакомого человека, вообще не в ту степь, он тебя вообще не понимает, еще и спешит, не то чтобы не понять, по дороге спешите еще оскорбить, не понять, вообще там, ты такой, сякой, короче, там. А судя по его там комментам, видно, что он над собой вообще не работал, у него там уровень мышления вообще нереально, короче, низкий. Вот, и чтобы не перегореть, надо, чтобы, точнее, работая с казахским народом, чтобы не перегореть, надо перестать быть казахом. Вот что я понял. Понимаете? Это вот такой вот инсайт для меня был, поэтому вчера ночью я принял определенное решение, по крайней мере, очень важное для моей жизни. Был, скажем так, такой переломный момент, когда надо было что-то все-таки решать. Потому что казах во мне, он просто перегорел, он достиг своего лимита. Я уже дальше не мог продолжать. Вот видите, Абай, он годами шел, а мне хватило на 17 месяцев. Я, конечно, не сравниваю, просто имею в виду, даже если вы очень великая личность, как Абай, все равно вы же человек, и у вас есть все-таки ограниченное количество энергии. И если вы будете через ограниченное количество энергии работать, вы все равно рано или поздно перегорите. Но если вы будете созданием Создателя, то есть если Аллаху кулу, да, то вы не перегорите. Почему? Потому что все, что вы будете делать, не для своего народа будет, а для своего Создателя. И вот я, будучи казахом, я, оказывается, все, что я до этого делал, ну, скажем так, я не знаю, будет после этого савап или не будет, это все-таки аннулируется. Все, что я делал за 17 месяцев. Я, оказывается, делал это ради довольства своего народа, а не ради довольства своего Создателя. И это было неправильно. Поэтому не делайте что-либо ради довольства своего народа. Вы просто перегорите до того момента, когда народ будет вами доволен. Если вы делаете это ради довольства своего Создателя. И тогда вы, скорее всего, Аллах Раса, увидите все-таки перемены в своем народе. Не делайте это ради довольства своего народа. Не делайте это ради довольства своего класса, группы, друзей, близких, знакомых. Не делайте этого. Вы не доживете до этого дня, когда все это начнет меняться. Делайте это только для довольства Создателя. Пожалуйста, не повторяйте мою ошибку. Я совершил ошибку. Я это специально говорю, чтобы люди, которые после нас придут, Аллах Раса, после нас имеется в виду последующее поколение или кто-либо еще, кто действительно захочет большие проекты осуществлять в нашей стране или вообще в мире, чтобы они понимали, что вот до нас были такие-то люди, они поняли, что будучи казахом не поможешь, а будучи мусульманином можно помочь. Давайте сразу начнем сначала быть мусульманами, а не казахами. И вот тогда они еще дальше пройдут, чем мы. Сол, вот что я хотел сказать. И шукр, что, альхамдулиллах, что тот прошлый эфир не состоялся, потому что в том эфире я хотел много своей обиды высказать. И эфир прервался, видимо, потому что нельзя говорить свои обиды. Потому что я так, как человек, ограничен, и этой обиды тонким слоем размазывать по всему народу это неправильно, несправедливо. Потом все будут думать, вот казахи такие. И эфир не состоялся. Шукр, что он не состоялся, я его стер. Но сейчас уже у меня другое состояние, Аллах шукр. И, ну, может кто-то скажет, переобулся, но
теперь уже обиды нету. Аллах шукр. Вот. Но и цели получить довольствие своего народа тоже нету. Надо, если делать, не ради довольствия своего народа надо делать, а ради довольствия своего Создателя Всевышнего. Сол, вот что я вам хотел сказать. Не знаю, сколько я говорил. Я начал все это без предупреждения. 531 человек. Вот. Сол, на вопрос я, к сожалению, ваш не смогу ответить. Эфир сохраню, не переживайте. Ложася, сохраню эфир. И аудиоверсию эфира я скину в телеграм-канал. Вот. И тем, кто хотел бы свою поднять самооценку и хотел бы не перегорать, скажем так, не уставать от того, что от тех дел, которыми они занимаются, советую посмотреть семинар про высокую сильную самооценку. Он есть у меня на сайте. Я там более детально объяснял и делился то, как человек принимает решения, то, что в человеке есть несколько ролей, которые он играет, и когда эти роли местами меняются, как он поступает. Вот. И один из примеров был, это когда казашка, который читает 5-кратный намаз, она, если в первую очередь мусульманка, она выйдет за русского, который читает 5-кратный намаз. Но если она в первую очередь казашка, она выйдет за казаха, даже если он не читает 5-кратный намаз. Вот. Там много чего интересного есть. Ну да, это сейчас реклама идет, но имейте в виду, если хотите в этом вопросе до конца разобраться, посмотрите этот семинар обязательно на русском языке. Вот. Всем рахмет. Салам алейкум. Берегите себя.